Викрам, рады, что вы приехали. Расскажите, пожалуйста, что произошло, как все обстоятельства произошедшего. Получается, что я должен был полететь в Алмату 2 января. Я прибыл туда по приглашению своего друга. Мы хотели развивать одно дело. Вот. 4 числа начались митинги. Я увидел это из квартиры, которую я снимал. Мой друг настоятельно рекомендовал мне оставаться дома, не выходить. Я послушал где-то 3 дня, 4, 5, 6, не выходил из дома, но ситуация продолжалась накаляться. Отключили интернет, продуктовые магазины перестали работать, поэтому я предпринял попытку уехать домой. 7 числа я взял такси с Сайрана и по дороге в Алматы, Бишкек, на посту, военном посту в селе Самсы мне задержали военные и доставили в камеру предварительного заключения. Далее что как происходило? Получается, в камере предварительного заключения находились вежливо, давали еду, горячий чай. Вот. И 4 дня я там пробыл, получается, до выяснения обстоятельств. И сейчас усилиями властей Кыргызстана, получается, меня вернули на родину. Пользуясь случаем, я как раз хочу выразить свою благодарность. Я, на самом деле, сейчас в полной мере не могу рассказать о том, что я сейчас чувствую. Но самое главное чувство — это то, что за все эти годы, наверное, я по-настоящему не ощущал, насколько дорог сын Кыргызстана своему народу. Вот. Всем представителям власти, это Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, Генеральное консульство Кыргызстана в Казахстане, ККНБ, представительство Министерства внутренних дел в Казахстане. Спасибо огромное за то, что проявили заботу, за то, что проделали такую огромную работу. И сейчас, находясь на площади у Вечного огня, я хотел бы сказать, что пускай это будет символом дружбы между народом Казахстана и Кыргызстана. Сейчас у Казахстана тоже тяжелое время. Никто от этого не застрахован. Но каждый может оказаться в такой ситуации. Я просто оказался жертвой таких обстоятельств. Как говорится, не в нужное время, не в том месте. И пускай этот вечный огонь символизирует вечную дружбу, вечное процветание, добро. И с годами пускай все это только увеличивается, и мирного неба нам. А ваше видео, где вы признание сделали? Это, получается, был такой путь. Я услышал от сокамерников то, что если сделать такое заявление, якобы тебе предлагали деньги, и ты прилетел на митинг, в Алмату с целью митинга, то тебя сразу же как бы экспортируют в Бишкек. Угу. Это был такой путь, как мне показалось, и поэтому я решил наговорить на себя. Хотя этого не делалось. Ошол видеодогу айтылган маалыматтардын баары азыр жалган ошондо, э? Акча алып. Все ваши показания, которые вы давали в видео, они ложные, получается? Это такой ложно вопрос. Получается. Расскажите про ваши синяки у вас на лице. Вот мы сейчас смотрели, хромаете еще. Откуда, как все это произошло? Это произошло при задержании. С чьей стороны? С 7 числа, когда я возвращался с Айрана по дороге Алматы-Бишкек, когда меня задержали на погранслужбе военные. Это было жесткое задержание с применением силы. А с вами еще были кыргызстанцы, не знаю, В одной камере со мной еще было 4 кыргызстанца, вот. Но по некоторым данным они невиновны, и завтра их тоже выпустят. И как раз большая работа со стороны Министерства внутренних дел сейчас продолжает проводиться. То есть ложную информацию вы дали только потому, что вам сказали ваши сокамерники? Я услышал, что это легкий путь для того, чтобы побыстрее вернуться домой. И поэтому решил использовать. То есть все-таки в отношении вас сила была такая, скажем, насилие было применено,
Для чего тогда? Вы Насилие. оказали сопротивление или почему вот у вас гематомы? Нет, просто на посту особо с военными не разговариваешь и ничего им не докажешь, и поэтому они в жесткой мере как бы задерживали всех. А Викрам, скажите такой вопрос еще. Вы подписывали ли какие-то бумаги о неразглашении информации со стороны ГКНБ, со стороны ГКНБ другого государства, то есть Казахстана имеется в виду? Все бумаги, которые подписывал, были мною же озвучены, собственноручно написаны. Это то, что я вам сейчас говорю. Все данные, показания, вот это и есть данные, которые я подписывал. Никаких каких-то тайных или коммерческой тайны, ничего такого я не подписывал. Мне не предлагалось это сделать. Есть вопрос? Азыр учурда абалыңыз кандай? На сегодняшний день какое состояние у вас? Я очень рад, что я дома. Мне легко дышать. И то, что вы видите на лице и прочее, это все пройдет. На самом деле, я очень рад, что жив, здоров. И мои близкие сейчас уже знают, что я дома и не переживаю. Далее именно в творческой работе как жить, как планируете? Далее вот сейчас, вот именно после интервью, куда вы собираетесь? Сейчас мне нужно некоторое время, чтобы прийти в себя, поправить макияж, как говорится, и продолжить творчество. Вы знаете, чем я занимаюсь. Мы организуем джазовые фестивали. В этом году у нас уже 17-й фестиваль, 17-й год подряд. И уже активно ведется работа в этом направлении. Слова благодарности государству. Еще раз. Озвучил уже. Я озвучивал, но еще раз хочу повторить, что я на самом деле до сегодняшнего дня в полной мере не осознавал, насколько каждый сын дорог своему народу. И в данном случае Министерство внутренних дел, Генеральное консульство Кыргызстана в Казахстане, ГКНБ, представительство Министерства внутренних дел в Казахстане. Огромное спасибо за проделанную работу и за ваши усилия. И вообще представители власти Кыргызстана, спасибо, что вы заботитесь о своих гражданах. Еще один уточняющий вопрос. Когда вас вот задерживали, были ли с вами другие кыргызстанцы, наши соотечественники? Задерживали всех подряд. Там были и представители Таджикистана, Узбекистана, даже казахстанцы, в том числе и кыргызстанцы. А не располагаете такой информацией сейчас в Казахстане среди задержанных, сколько кыргызстанцев есть? Вот в моей камере было 5 вместе со мной. Было 5 вместе с вами? Да. Честно говоря, когда я делал заявление, на самом деле, я же не делал этого. И была такая мысль, что на самом деле, люди, которые знают, чем я занимаюсь, что я делаю, они знают, что это все неправда. И, возможно, как говорится, все, что не делается, все делается к лучшему. Этот резонанс именно сработал и получил вот именно вот такой масштабный эффект, который мы сейчас наблюдаем. Спасибо. Да.